Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия», в студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре пятница, 23 апреля. Почему люди любят читать? Зачастую человек обращается к литературным произведениям за вдохновением и эмоциями. Однако, как давно вы брали в руки книгу? Сделать это рекомендуется сегодня во Всемирный день книги и авторского права. Ежегодная всероссийская акция «Библия. Ночь» посвящена как раз чтению. Сегодня книжные магазины, библиотеки, литературные музеи расширяют время и формат своей работы. Например, Чувашская детско-юношеская библиотека приглашает на прогулку меж звезд и галактик. Для поклонников чтения «Всезнает почемучек» и их родителей подготовлена обширная увлекательная программа. Хорошо. Сегодня библиотека превратится в концертную площадку, выставочный зал и творческую мастерскую. В то же время книга и текст останутся главными героями вечера. «Библия. Ночь» пройдет под девизом «Книга. Путь к звездам». Тема посвящена 60-летию первого полета человека в космос. Так что, если вы хотите почувствовать себя космонавтом или интересуетесь созданием спутников, познавательная программа акции точно не заставит вас скучать. Разводить открытые костры и сжигать мусор – это лишь часть запретов, которые вступят в силу 25 апреля. В воскресенье в Чувашии установят особый противопожарный режим. Уже сформированы группы, которые будут проводить рейды в населенных пунктах, расположенных рядом с лесными массивами. Составлено уже 46 протоколов за нарушение требований пожарной безопасности в отношении граждан, руководителей предприятий и юрлиц. Участники группы советских войск в Германии накануне 76-й годовщины Победы решили сделать подарки ветеранам Великой Отечественной войны. В Красночитайском районе на домах двух фронтовиков появились памятные таблички. Жительница деревни Межиркасы Вера Михайловна Петрова этой чести удостоилась в день своего 99-летия. Она участвовала в освобождении Украины и Белоруссии. Победу встретила в Польше. Табличка с надписью «Спасибо за победу» появилась и на доме жительницы деревни Новой Оттаи, ветерана Великой Отечественной войны Клавдии Ижетниковой. Фронтовичка поблагодарила гостей за подарки и выразила признательность за заботу о тех, кто отстоял мир в грозное лихолетие. Любовь – самое сильное чувство, которое может испытывать человек. Она помогала пережить тяготы военного времени. Чувашский ТЮЗ подготовил очередную премьеру. Спектакль посвящен подвигу строителей Сурского рубежа. Зима 1941 года выдалась на редкость суровой. Снег выпал рано, сразу ударили страшные морозы. В этих жестких условиях шло строительство линии обороны. Но именно любовь придавала сил главным героям. Пьеса рассказывает о взаимоотношениях лейтенанта Красной армии, сотрудника НКВД и девушки-землекопа. Однако как же сложатся их судьбы? Автор драмы Владислав Николаев и создатели спектакля надеются, что зрители смогут мысленно побывать в том непростом времени, проникнуться сочувствием героям и сохранить память о беспримерном подвиге строителей оборонительных рубежей. Очередной показ пьесы пройдет сегодня. Пятница. Время нашей традиционной рубрики «Мобильный репортер». В Чебоксарах на этой неделе снесло заборы. Порывы ветра опрокинули ограждения на стройке возле торгового центра «Мегамолл» на заливе и в Новом городе. Под напором ветра не устоял и забор, которым оградили площадь республики. В селе Батарево у одного из водоемов рыбаки все чаще находят прибитую к берегу мертвую рыбу. По их мнению, она могла погибнуть из-за нехватки воздуха подо льдом. Любители рыбалки также не исключают, что причиной могла стать утечка навозных стоков. По народному поверью, сегодня нужно много ходить, чтобы встретить удачу. Так что насладитесь в последний рабочий день пешей прогулкой, и вдруг случится что-то хорошее. О развитии событий расскажем в наших следующих выпусках «Вестей». Желаю вам интересных выходных. Далее прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале «Россия».